Ассаламу алейкум рахматуллахи ва баракату. Приветствую вас высочайшим приветствием ислама, приветствием мира. Мое обращение к мусульманам Российской Федерации, к моим единоверцам и до всех, до кого дойдет это видеообращение. Обращаюсь к вам, как житель Украины, как житель города Харькова, как проповедники, призывающие к этой религии в нашей стране более 10 лет. Хочу обратить ваше внимание на последствия той войны, которую Российская Федерация развязала против Украины и ее народа. Та жесточайшая, несправедливая война, которая ведется под благословение некоторых муфтиев, богословов, некоторых авторитетных людей из числа мусульман в Российской Федерации, уже унесла десятки тысяч жизней мирных жителей. Были разрушены города, жилые кварталы. Разрушениям поддались религиозные и духовные объекты, церкви, мечети, храмы и кладбища. Так, 6 июня 2022 года в городе Северодонецк вооруженными силами Российской Федерации была уничтожена мечеть, в которой прятались 20 мирных жителей, считая это безопасным и Божьим местом. 20 июля 2022 года вооруженными силами Российской Федерации из установок «Ураган» была частично разрушена мечеть в городе Харькове, где на остановке общественного транспорта погибло 3 мирных жителей, в том числе 13-летний подросток. Всевышний Аллах говорит в Коране: «Ваман адляму мимман мана'a масаджид Аллахи айядзкура фиха смуху васаа фи харабиха». Кто может быть несправедливее того, кто запрещает в мечетях поминать имя его и стремится разрушить их? В этом аяте ответ относительно этой войны, о которой в Российской Федерации заявляют как об освободительной. Освободить можно только до своего уровня. Освободить можно только в том случае, если одна сторона более свободна, чем другая. Когда же прав и свобод у нападающего меньше, чем у обороняющего, это не освобождение, а порабощение. Вспомните о том, как в России подвергаются разрушениям мечети или запрещению их строительства, как это было в Екатеринбурге, в Ставрополе, во Владимирской области, в Крыму и во многих других местах. Вспомните последний случай с нашим братом Артуром Русяевым в Калининграде, который на свои деньги дважды построил мечеть, за что поплатился сперва свободой, а позже и жизнью. Теперь Российская Федерация освобождает мусульман Украины от наших мечетей. Я не буду вам рассказывать о том, каково положение мусульман в Российской Федерации, о списках запрещенной литературы в Российской Федерации, в которой находится классическая литература исламских наук, о том, каким гонениям подвергаются авторы и издатели этой литературы. Хочу привести вам небольшой пример, что в миллионном городе Харькове мечетей больше, чем в 20-миллионной Москве. Обратите внимание на то, что в этом аяте Всевышний Аллах упомянул о том, кто всего лишь стремится разрушить мечети Аллаха, и что в будущей жизни его ожидает мучительное наказание. А что же будет с тем, кто действительно разрушил и продолжает их рушить? Позор им в этой мирской жизни и великие мучения в последней. Хочу напомнить вам историю воинства слона из суры Аль-Филь, о том воинстве, которое выдвинулось, чтобы разрушить мечеть в Мекке, или о курайшитах, которые не пускали посланника Аллаха, саллаллаху алейхи вассалям, в дом Аллаха. Что их ожидало и кем они стали? Всевышний Аллах обещал, что их коснется позор уже в этом мире, и обещал им мучительное наказание в будущей жизни. И обещал тем, кто оживлял мечети Аллаха, тем, кто строил мечети Аллаха, что они одержат победу. Оживлял как духовно, так и физически. Хочу обратиться к мусульманам Российской Федерации, не участвовать, всячески противостоять этой войне в Украине, разъяснять вашему окружению о том, что в этой войне страдают мирные жители, в том числе и ваши единоверцы. Кто-то может быть сказать, что мое обращение это фейк и пропаганда. Однако клянусь Всевышним Аллахом, у которого нет сотоварища, все, что я вам говорю, является чистейшей правдой. И отношения мусульман Украины в это тяжелое время стоят на стороне Украины и ее народа. Если бы мы ждали так называемого освобождения или хотели жить в России и находились бы под оккупацией, под гнетом вымышленных бандеровцев или фашистов, мы бы переселились к вам в Россию, а не наоборот, когда тысячи мусульман Российской Федерации находят убежище, находят приют в Украине. Хочу обратиться также к мусульманским государствам, к народам, не поддерживать, не помогать России в этой войне, которую она развязала.
потому что она направлена в том числе и против ваших единоверцев, против нас, мусульман Украины. И в конце, хвала Аллаху, Господу миров.